Так, ладно, там надо будет все правильно обрезать, подрезать, чтобы... Дистанция это 30 метров, да? А? Дистанция это сколько? 30 метров? Так, ну это... Обычно же мы это 50 стреляем. 50? Ага. 50 или 45? А, сейчас. Прицел-то их надо, что Ну, короче, нам самое главное людям дать материал отснять. И в любых условиях, соблюдая необходимую социальную дистанцию, не угрожая никому, распространением в дальнейшем, как говорится, провести тренировки. В этом и преимущество. То, что вид спорта не командный. Поэтому мы сегодня с удовольствием потренируемся, постараемся отточить еще свое мастерство. Приветствую всех. Ну, мы не будем говорить, что это на открытии сезона, люди уже, конечно, тренируются, но очень печально, что мы в таких условиях вообще, конечно, сезон вынуждены переживать, не то что начинать. Если бы, значит, не вот эти условия, мы бы давно по всей республике носили бы и были бы загорелыми в 3 раза сильнее. Ну ладно, хорошо, давайте таким образом. Сейчас пока будем пристреливаться. Ну давайте, Буйнтар Абданович, тоже со мной здесь оставайтесь. Вы трое туда идите на дистанцию 50 метров и начинайте пристреливаться. И это, дистанцию соблюдаем. Находимся так, рассредоточенно, хорошо? Не надо друг другу там это сильно. Можно еще, в принципе, сказать, что когда выстраиваемся, фронт строя у нас с подветренной стороны. Ну, в тех же самых целях. Угу. По руке ударила. Прицел ниже значительно. То есть как бы такое неофициальное открытие сезона или как так одна из первых тренировок такая уже на свежем воздухе? Да, конечно, сказать, что это официальное открытие сезона невозможно. Почему? Потому что просто вот так мы, собственно говоря, ну, пытаемся начать тренироваться с соблюдением всех условий, значит, нахождения на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции там, и так далее. Ну, в чем наша радость, так скажем? В том, что наш спорт позволяет нам все это дело совместить и, значит, не угрожая ни своему здоровью, ни здоровью окружающих, вот эти тренировки проводить. Дальше, в зависимости от того, как эпидемическая ситуация будет развиваться, конечно же, мы и в зависимости от того, как будут приниматься официальные решения, как только появится возможность, мы, естественно, значит, приступим к проведению соревнований. Люди давно ждут. Почему? Потому что по нормальному, по-доброму сезон наш давно начался. Сейчас он был в разгаре. Каждые выходные мы ездили бы, значит, и по Датсанам, и, значит, на другие мероприятия. Кроме того, по линии Министерства спорта у нас много турниров проводится. Поэтому, ну, все в ожидании. Все в ожидании. Ну и, как в любом спорте, здесь тоже нельзя терять форму спортивную. Допустим, 2 недели, 3 недели без тренировок, и возможно, что, значит, в течение там следующих 2 месяцев придется форму восстанавливать. Потому что это не только там такие физические составляющие. Бурятская стрельба тем отличается, что много на уровне чувств, много на уровне ощущений. Поэтому настрел, как вы можете тренироваться здесь, важна чрезвычайно. Угу. Вообще вот до этого
Колеса задние. Так же? Выше, выше. О, Короче, я вообще не отвечаю ни за что. Начало. о том, что там наши лучники, кто в гараже, там индивидуально. Да. Индивидуальные тренировки проводятся, конечно. Вот я, допустим, проживаю в Забайкальском, в совхозе. Там, значит, перед домом лесок. У меня есть возможность, значит, просто в одного ухожу, тренируюсь. Ну, а здесь, значит, погода благоволит. Ну и, кроме того, живого общения никто не отменял, несмотря ни на какие условия радости этого общения. Поэтому решили сегодня таким небольшим составом собраться и попытаться, значит, провести вот эту тренировку. Ясно. А вообще лучники, конечно, каждый индивидуально находит возможности для того, чтобы тренироваться. И, в принципе, я думаю, что те, кто ценит свою спортивную форму, любит свой спорт, конечно же, не допустит того, чтобы, значит, у него произошло падение результата и так далее. Я думаю, что изголодавшиеся по стрельбе мы наоборот выйдем и покажем такие результаты, которых раньше не могли достигать. Ясно. Спасибо. Что? Рядом. Давай. Зараза, перепрыгнуть. Это у нас сколько тут? 50. 50 метров. Ага. Хорошее дело. Камера с трансфокатором хорошим, да? Встал и Мгм. с места все планы снимает, да? Молодец. Обычно 50 же метров, да? Да. В общем, 50 это универсальная дистанция для мужчин и для женщин. А вообще на датсанских турнирах мужики 60 стреляем. А женщины стреляют 50. Ага. Чуть перелет. Красавчик. Вот так моя стрела еще. Подъезжай. Инде. Мгм. Мне 61 год.
Стрельбой увлекаюсь уже практически достаточно давно. Подкупает, значит, это хороший вид спорта. В любом возрасте можно заниматься, поэтому и вас приглашаю к этому спорту. А как вот вообще вы поддерживали все это время, во время самоизоляции, там где-то вот, ну, кто-то находил возможность, там, вот я даже знаю, что некоторые лучники вообще в гараже тренировались, занимались. Но достаточно сложный вопрос для стрелков, конечно, из лука, что из национального, что из классического спортивного имеется в виду. Ну, кто как может, конечно. В первую очередь, конечно, в домашних условиях, если в городе, в квартире живешь, это, конечно, это достаточно сложно. Встаешь перед зеркалом, смотришь, растягиваешь локи, в голове мысленно производишь выстрел. Вот таким образом, конечно. И вообще физические зарядки, конечно, на растяжку этого же лука и достаточно как бы резинкой занимаешься, отрабатываешь как бы выпуск, и имитируешь. Имитация, да? Да. Имитация стрельбы. Но те, кто живет в частном своем доме, достаточно некоторые мишени стреляют, им, конечно, попроще. Достаточно проще. Или же, если дистанция позволяет, достаешь этот лук, стрелы, также и ставишь, как здесь показано, и по нему, значит, тренируешься. Ну вот сейчас вот если открытие уже, ну, как бы разрешение дано на какие-то, теперь ждать остается только соревнований каких-то, наверное, да? Ну, с нетерпением ждем, конечно, с нетерпением. Лето, вот видите, как уже началось, сезон уже начался, но мы достаточно то, что мы вытащили, и вот, соблюдая все меры предосторожности, конечно, начали небольшие вот такие тренировки, что это радует. Но мы надеемся, что скоро все поправится в свою колею, и достаточно мы будем часто встречаться, часто тренироваться, выезжать на наши соревнования и провести на высоком уровне этот сезон. Ясно, спасибо. Ну, года уже пятый год. Где ты выигрывал какие-то соревнования? Но небольшие были соревнования выигрышные. Конечно, это не просто тогда к этому приходим. Надо тренироваться, соответственно, серьезно. Но этим болеть, наверное, стрельбой. Это наших предков уклад, как его называть. Но мы его поддерживаем, это любим стрелять. И это надо, ну, чтобы достигать определенных вершин, надо это мышечную память развивать, тренировки, и чувства появились. И, конечно, визуально все представлять и идти к победе. Это такой довольно-таки. А вообще, вот, смотри, Баир, сколько, например, этих состязаний, ну, соревнований, например, вот в прошлом году проходило до вот этой, до пандемии там? Как часто вообще выезжали, где встречались на соревнованиях? Как часто? Ну, очень часто, наверное, это наше сейчас. Даже не просто часто, это каждой неделе, можно сказать. В неделю 2-3 раза даже бывает, порой бывали такие соревнования, что лето проходило просто На природе? на где-то? природе, да, это все на природе здесь, по всем районам Республики Бурятия. Я вот именно начал стрелять стрельбой из лука и весь свою Бурятию узнал. Что такое у нас богатый район. Каждый район свой уникальность, есть своя природа. То есть соревнования в каждом районе, В каждом районе это все больше масштаб принимается и в плане молодежи, и пенсионеров наших. Очень интересно, на самом деле, это поддерживаем все это в традиционных костюмах. Это целый праздник, на самом деле. Летом отдыхая, этим увлекаемся, стреляем.